Сегодня мы рассмотрим несколько фильмов, мы посмотрим фильмы, в общем, немножко помедитируем над физикой, да, которая в них происходит. Некоторая физика будет понятна, некоторая физика будет непонятна, но мы попробуем в этом разобраться. Итак, первый фильм. Я ни черта не вижу. У меня все четко. Ясно, связь на этой линии. Пошли. А в чем ошибка? Что здесь не так? Их не должно было тогда сплющить, по идее, когда они вышли? Ну, в любом случае, планетоид — это очень маленькая планета, да, то есть это даже меньше, чем, может, спутники наши, да, и там так ходить нельзя. Ну и там атмосферы, соответственно, быть не должно, и вообще как бы, и вот эти ветра, да, которые там завывают, как будто просто вьюга, да, на самом деле там же у них там, ну, в общем, да, очень много вот этих вопросов возникает, если смотришь фильм с точки зрения физики, а если просто смотреть для удовольствия, то, в принципе, это ничего не возникает. Когда я смотрел, был маленький, мне было просто интересно. Мейс, мы заняли позицию. Все готово. Хорошо, у нас только одна попытка. Я упустил Харви! Я упустил Харви! Дыши, Дейва! Порядок, Мейс, ты цел. Дыши, Мейс, дыши. Но что здесь не так произошло? Человек слишком быстро замерз. Вряд ли вообще они выжили бы даже в ближайшие несколько секунд после выхода. Ну вот есть миф, что в космосе человек сразу замерзает. Да, если меня вот так вот выкинуть в космос открыто, я сразу замерзну. Нет, это абсолютно не так. То есть там вакуум, и мне некуда тепло отдавать. То есть нет среды, которая бы взаимодействовала. Понятно, если бы здесь была морозильная камера, я бы замерз, потому что воздух холодный. Он у меня забирает тепло. А там вакуум, там некуда тепло забирать, там просто будет потихонечку я буду излучать тепло, да, в инфракрасном диапазоне, и буду тихонечко терять тепло. То есть от холода я умру в последнюю очередь. Скорее всего, умру от того, что у меня начнет нехватка кислорода, да, то есть потом, так как давления там почти нет, у меня начнет скипать слюна, скипать слизистая оболочка, то есть все начинает кипеть у меня. То есть вроде как был такой нештатный случай с советскими космонавтами, что порвался скафандр, и там минуту он, в принципе, в таком аварийном режиме продержался. То есть, в принципе, возможно минуту продержаться там около того в открытом космосе, но не так быстро замерзнуть, это точно. То есть это очередной миф, который изобразили в фильме и на который вестись не стоит. Что-нибудь хорошее, что-нибудь плохое, или как пойдет. Тебе решать, Звездный лорд. Или как пойдет. Три солнца. Хорошо, что с ними? Ну, 3 звезды, будем говорить. Солнце — это наша звезда. У них есть 3 звезды, да? Что с этим не так? А разве там три солнца? Кажется, из них больше другого. Может, почему самый большой не может хотя бы самый маленький испепелить? Что сделать? Испепелить. Ну, как Испепелить? Ну, Одно солнце, другое солнце? Одна звезда, другую звезду? не знаю. Ну, вообще, это как бы огненный шар, то есть, если одна лампочка на другую лампочку, то как бы они друг другу ничего не сделают, но как бы там другой эффект. Специфической траектории, либо они вообще, в принципе, не могут быть вот так вот расположены, как треугольник. 3 планеты вокруг друга хороводят, а вокруг них хороводят еще другие планеты. В принципе, это так теоретически возможно, но с точки зрения физики, вообще
звездной системы с 3 звездами, да, они нестабильны. То есть они, скорее всего, то есть это есть такая задача 3 тел. 2 тела более-менее могут стабильно вращаться, 3 тела уже либо одна вылетает, либо они коллапсируют, либо, то есть апокалипсис, короче, будет. Да. Ну и еще один момент, они не учли, что если это будет 3 светила, да, то будут какие-то световые эффекты отображаться на Земле. То есть должны быть 3 тени, да, должны быть блики, то есть побликов побольше, да, на бликующих поверхностях. Этого нигде не было, если вы не заметили. Может, пересмотрите потом. Если бы снимали физики, было бы намного скучнее, да? То есть все бы умирали там, никто бы не выживал.